Здравствуйте, уважаемые родители! Меня зовут Ксения Абдыкамбаева. Я работаю в общественном объединении родителей детей с инвалидностью АРДИ, а также являюсь выпускницей Американского университета в Центральной Азии АУЦА. Я уже более 20 лет работаю в сфере защиты прав и интересов детей с инвалидностью и их семей, а также взрослых лиц. Поэтому сегодня с удовольствием расскажу вам, как защищать свои права на практике. Уважаемые родители, хотите знать, как знание ваших прав и умение их защищать может изменить вашу жизнь и жизнь вашего ребенка? Если да, то тогда этот модуль для вас. Уважаемые родители, в вашей семье родился ребенок с инвалидностью, и вы не знаете, что делать, куда обратиться. Здесь представлена база данных организаций, которые могут вам помочь. Ваш ребенок не может пойти в школу, потому что у него инвалидность. Инвалидность – это не преграда. А откуда возникает преграда? Она возникает в мыслях людей. Например, у вашего ребенка инвалидность, и кто-то вам говорит, что ваш ребенок не может учиться. Что вам делать в этой ситуации? Есть два пути – смириться и жалеть себя и своего ребенка, или искать возможности. Если вы сдадитесь, то ваш ребенок будет сидеть дома, не имея общения со сверстниками, не получая знаний, которые ему или ей будут в жизни необходимы, такие как пойти в магазин и купить хлеб и чай. Казалось бы, простая задача, но для этого требуется знать, где находится магазин, уметь считать деньги, уметь общаться с продавцом, чтобы купить чай и хлеб. Как вы видите, уважаемые родители, без образования никуда. И вы это понимаете. Но что делать, если ребенка не берут в школу? Конституция Кыргызской республики, статья 46, гарантирует, что каждый гражданин имеет право на образование. Закон об образовании, статья 3, закрепляет это право. Хотя национальное законодательство дает право вашему ребенку учиться, тем не менее вам отказывают. Что делать? Узнайте причину отказа. Например, ваша дочь или сын не подготовлен к школе. Если так, то есть центр, где ваш ребенок может получить необходимое развитие. Но вам нужно узнать, готовят ли их к школе. Вот список центров, которые оказывают услуги по развитию детей с инвалидностью. После посещения такого центра ваш ребенок может быть подготовлен к школе. Если даже тогда не берут в школу, то обращайтесь в общественное объединение родителей детей с инвалидностью АРДИ, которое поможет в решении данного вопроса. Согласно Конвенции Организации ООН о правах лиц с инвалидностью, инвалидность – это эволюционное понятие. К лицам с инвалидностью относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их эффективному участию в жизни общества наравне с другими. Дискриминация по признаку инвалидности означает любое различие, исключение или ограничение по причине инвалидности, целью или результатом которого является умаление или отрицание признания, реализации или осуществления наравне с другими всех прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой иной области. Она включает все формы дискриминации, в том числе отказ в разумном приспособлении. История зарождения прав человека после Второй мировой войны на планете Земля появилось огромное количество людей с инвалидностью. Это люди с физическими нарушениями, люди с психическими, эмоциональными нарушениями и смешанными нарушениями. В настоящее время, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 15% лиц с инвалидностью. В Кыргызстане, по информации Министерства труда, социального обеспечения и миграции, людей с инвалидностью более 200 тысяч человек. Из них дети более 35 тысяч человек. Хотя до Второй мировой войны люди с инвалидностью рождались и жили, но в большинстве своем они были невидимыми людьми, которые жили в домах для лиц с инвалидностью, в приютах или у себя в домах.
Люди с инвалидностью были в основном просящие милостыню, а теперь люди, которые хотят жить, как и все, имеющие те же права человека, обладающие достоинством, свободой и интересами. Люди долгое время жили, мирясь со своим жалким положением и отношением. Однако, начиная с 60-х, 80-х годов, ситуация начала меняться. Люди с инвалидностью в Америке и в Европе стали заявлять о равноправии и о желании жить, как все, и быть частью общества. Они стали выходить на массовые демонстрации, заявляя о своих правах. Прорывом стало принятие закона, таких как American with Disabilities Act в 1990 году, а в мировом сообществе стандартные правила обеспечения равных возможностей для лиц с инвалидностью, принятые резолюцией 4896 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года. Однако инновационным шагом было принятие Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью в 2006 году. Полное изменение к пониманию инвалидности после принятия Конвенции произошел переворот сознания у мирового сообщества, переход от благотворительного, медицинского и даже социального подхода к инвалидности к правовому подходу, основанный на правах человека, где во главу угла ставится человек с инвалидностью или ребенок с инвалидностью и его права, а инвалидность является второстепенным признаком. Какие права существуют? Люди с инвалидностью, включая детей, имеют такие же права, как и все люди. Знание прав дает возможность для осуществления и защиты своих прав и интересов. Право на жизнь, право на достоинство личности, право на образование, право на труд, право на личную мобильность, право жить в сообществе и многие другие права, закрепленные в Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью. Теперь, уважаемые родители, вы знаете, какие права у вас есть. Это первый основной шаг для защиты прав. Почему важно знать свои права? Знание прав – это как компас, дает понимание того, на что человек имеет право и какие права осуществляются в жизни человека со стороны того или иного государства. Как известно, многие государства включили нормы Всеобщей декларации прав человека в свои конституции, и Кыргызская республика не является исключением. Все конституции Кыргызстана, включая действующую конституцию нашей страны, введенная в действие законом о Конституции Кыргызской республики от 5 мая 2021 года, включила нормы прав человека во Всеобщей декларации прав человека и права, закрепленные в международном праве, в свой основной правовой документ. Если человек знает свои права, то его права реже нарушаются. Так, если родитель ребенка с инвалидностью знает свои права, и ребенок с инвалидностью их знает, то они будут знать, на что они имеют право, и требовать реализации этих прав от государства. Например, право на здоровье или право на медицинское обслуживание. Пример из опыта Орди. Если ребенок с инвалидностью болеет, то он должен иметь возможность пойти с родителями или с персональным ассистентом в медицинское учреждение и получить медицинскую помощь, например, в поликлинику по месту жительства или по месту прописки, и получить медицинские услуги. В государственных медицинских учреждениях для детей и людей с инвалидностью медицинские услуги должны оказываться на льготных условиях. В частных медицинских учреждениях могут предоставить скидку до 50%. Когда мама особого ребенка обратилась в Орди за правовой помощью, ребенку предоставили бесплатные медицинские услуги в медицинском государственном учреждении. С какого момента начинается нарушение прав? Нарушение прав начинается с момента совершения правонарушения и его фиксации. Иными словами, пока в публичном пространстве не будет озвучено о нарушении права, нарушения нет, хотя оно может быть и с точки зрения права, и законодательно. Нарушение остается, тем не менее, тихим. Однако, если человек не говорит о нарушении, его нет. Не построенный пандус, недоступные здания и недоступный общественный транспорт – это явное нарушение прав людей с инвалидностью. И организация лиц с инвалидностью заявляет об этом в публичном пространстве. Пример этому – акция «Доступный Кыргызстан», которая прошла в 2019 году.
А теперь давайте вернемся к праву на образование. Уважаемые родители, вашего ребенка не взяли в школу, потому что у него есть инвалидность. С этого момента и начинается нарушение права вашего ребенка на образование. Как защитить право вашего ребенка на образование? Узнайте причину отказа. Нужно знать, кто отказал: директор школы, учитель отказывается брать вашего ребенка, психолога, медика, педагогическая консультация не рекомендовала вашего ребенка к обучению в школе, ваш ребенок с инвалидностью не готов к школе или другие причины. Исходя из причин, начинаются конкретные действия. Найдите организацию, которая вам поможет. Вот список для получения консультации по вашему вопросу. Задавайте конкретные вопросы лицу, который вам отказал. Почему вашему ребенку отказано в праве на образование? Почему его или ее не берут в школу? Спросите совета у этого лица, как он или она видит решение этого вопроса. Записывайте ответы на бумаге, потому что их сложно запомнить. Проанализируйте полученные ответы. Напишите заявление в Министерство образования или в Управление образования по месту вашего жительства. Обратитесь к специалисту по вопросам инклюзивного образования в Министерстве образования или в Управление образования по месту вашего жительства или к специалисту среднего школьного образования. Напишите пост о проблеме вашего ребенка, чтобы актуализировать ее в публичном пространстве. Если все это не поможет, обратитесь в общественное объединение родителей детей с инвалидностью ОРДИ. Я вам постараюсь помочь. Почему важно защищать свои права? Крайне важно всем людям защищать свои права. Особенно родителям детей с инвалидностью и самим детям с инвалидностью, потому что исторически и систематически на постоянной основе нарушаются права детей с инвалидностью и их семей. Если не защищать права особенных детей и их родителей, проблемы только будут увеличиваться, и положение детей с инвалидностью, взрослых и их семей останется сложной, а скорее всего ухудшится. Когда родители ребенка с инвалидностью и большинство родителей начнут защищать свои права и предпринимать действия для защиты своих прав, то проблемы будут решаться, уменьшаться, нарушений прав будет становиться все меньше, ситуация в стране будет становиться лучше, потому что государство будет способствовать осуществлению прав детей и взрослых с инвалидностью и их семей, пресекать или надлежащим образом реагировать на нарушения и осуществлять профилактические превентивные меры для предотвращения нарушения прав и будут применять меры для восстановления нарушенных прав. Когда начинается защита прав? Когда человек, у которого нарушены права, осознает, что его права нарушены, тогда и начинается защита прав. В этом случае, когда родитель или персональный ассистент осознает нарушение конкретного права ребенка с инвалидностью или своего права как родителя, тут же начинается защита прав. Возьмем тот же кейс с авангардом. Мать ребенка с инвалидностью начала защищать свои права, когда поговорила с администрацией бассейна. Когда разговор не дал результата, она написала пост на своей странице. СМИ опубликовали данный кейс. ОРДИ и другие организации готовы были помочь. Однако, как стало известно, вопрос был решен. Однако мать отказалась от услуг бассейна «Авангард». Данный кейс показывает с положительной стороны, что данное нарушение прав было зафиксировано, имело общественный резонанс. Если бы мама особого ребенка не остановилась, а обратилась в общественное объединение родителей детей с инвалидностью или в другие инстанции, то можно было бы добиться того, чтобы «Авангард» создал все условия для всех клиентов, включая детей и взрослых с инвалидностью. Например, купили необходимый инвентарь, обучили свой персонал, как оказывать услуги для людей с инвалидностью, как обслуживать их. Какие существуют способы защиты прав? Способы защиты прав бывают разные, досудебные и судебные. Уважаемый родитель, прежде чем обратиться за помощью, подготовьтесь, пожалуйста, и для этого нужно четко знать, с какой целью вы идете навстречу, какой результат хотите получить. Важно знать, в какой орган обратиться и кто конкретно отвечает за решение вашей проблемы. Узнайте как можно больше информации о проблеме или о вопросе, об учреждении, просите у друзей, у БНКО об инвалидности совета. Соберите нужные документы,
Предоставляйте только копии документов, оригиналы документов храните у себя. Внимательно читайте объявления и информацию, висящую на стендах учреждения, к которому обращаетесь за помощью. Возможно, информация, которую вы ищете, уже есть на стендах данного учреждения. Ищите информацию из разных источников, из средств массовой информации, печатных, электронных, интернет-изданий. Обращайтесь в государственные органы, в общественные организации, обращайтесь к родителям, к специалистам. Не верьте сразу на слово полученной информации, перепроверяйте из источников, переведенных выше. При обращении за помощью оставляйте заявление в письменном виде. В письме четко укажите суть проблемы вашего вопроса. И в письме укажите: прошу предоставить письменный ответ на мое письмо. Оставляйте копии документов и заявлений у себя и у секретаря или у специалиста, который регистрирует письма. Попросите секретаря поставить число, которое указано в оригинале вашего заявления, число регистрации письма. В случае отсутствия ответа в течение двухнедельного срока с момента получения, ориентируйтесь от даты письма, поставленное секретарем на вашем письме. Пишите повторное заявление. Алгоритм тот же, и вложите копию первого письма в качестве приложения. Узнайте контактные данные учреждения и контактные данные занимаемую должность специалиста, к которому вы обратились. Составьте на бумаге список вопросов, которые вы хотите задать. Введите записи вашего разговора. Для этого носите в сумке ручку и блокнот. Проведите анализ ваших записей. И при возникновении необходимости повторного обращения они могут оказать вам помощь при составлении письма, встрече с представителями государственных органов и в решении вашего вопроса. Обратитесь к общественным организациям по вопросам инвалидности в вашей местности или в бюро или центры, оказывающие бесплатные правовые и юридические услуги. Тесно взаимодействуйте с местным социальным работником. Налаживайте контакт с местными органами власти, ходите на встречи, общие собрания, организуемые местными органами власти или с общественными организациями по вопросам инвалидности. Будьте доброжелательны, терпеливы и настойчивы. Если все это не поможет, вы можете обратиться за профессиональной юридической помощью. Контакты указаны на данном слайде. В центрах по оказанию бесплатной юридической помощи вы можете получить юридическую консультацию на безвозмездной основе. Заключение. Знание прав и их защита дает возможность родителям детей с инвалидностью решать возникшие проблемы и улучшать положение детей и взрослых лиц с инвалидностью в Кыргызской республике, давая возможность правам не оставаться на бумаге де-юра, однако осуществляться де-факто, то есть на практике. Если нормы Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью будут включаться в национальное законодательство и начнут реализовываться на практике, то ситуация в разы улучшится у детей и взрослых лиц, имеющих инвалидность, и их семей. Каждый гражданин с инвалидностью это почувствует, а гости столицы с инвалидностью могут приезжать как туристы. Когда права человека осуществляются и создаются условия для жизни людей, то страна развивается экономически, социально, культурно и во всех сферах жизни. Это хорошо как для людей, так и для самого государства. В глазах мирового сообщества соблюдение прав человека – важный фактор для развития. Когда права человека осуществляются, появляется удовлетворенность от жизни. Однако Кыргызская республика только делает первые шаги в осуществлении прав людей с инвалидностью. В марте 2019 года Кыргызстан стал страной-участницей Конвенции о правах лиц с инвалидностью. Это важный шаг в признании прав людей с инвалидностью в нашей стране.